Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. В нашу волонтерскую жизнь ворвались нелюди на высшем уровне. И так всегда было сложно спасать. Часто живодеры опережали и убивали беззащитных, бездомных собак и кошек. В общем, происходящее сильно отвлекает от насущных проблем. А ведь у нас, друзья, более 200 спасенных жизней. Им требуется внимание. У нас постоянные заботы, обработки, прививки, лечение. Но главное – это корм. Все наши хвостики знают, что такое голод. Не только издевательство, предательство, но и жуткое состояние, когда и день, и неделю они были голодными. Мы с вами спасали их от гибели, а значит, не имеем права подвергать их опять мучениям голода. Друзья, давно уже мы не устраивали день стольника. Собачули смотрят на нас, на людей преданными глазами. Они привыкли уже, что еда есть и будет и завтра. Давайте собирать на оптовую закупку корма для передержек. Опт – это всегда дешевле, чем розница. В последнее время стало трудно собрать и на корм. В этот раз я очень-очень прошу вас, но не должны наши спасеныши голодать. Иначе зачем мы их с таким трудом спасали, вывозили? Посмотрите на них. Каждая собака имеет свой особенный характер. У каждой собачули печальная или трагичная история, ее прошлое. Их бы не было в живых, если бы не мы с вами. Вместе мы спасали. А сейчас давайте вместе и накормим. Часто к нам попадают истощенные собаки. Вот как прилетевшее недавно лето. Смотрите, как заносит в стороны наголодавшуюся девчонку. Сколько она пережила, мы с вами не узнаем. Но это прошлое у нее есть. И так у каждой. Друзья, мы в отчаянном положении. Одновременно появилось множество проблем. И угроза голода, и поток больных. Просто утопаем в счетах. Из клиник покажем больных в следующем ролике. Но корм, друзья, это самое главное на сегодня. Нельзя их морить голодом. Не имеем права. Хвостики не подозревают, как нам трудно. Они радуются жизни, радуются человеку. Пожалуйста, я кричу о помощи. Я кричу. Я не могу справиться без вас. Ай, какой красавчик. Вот красавчик какой. Привет, красавец. Красавец. Ваня, отстань, блин. Ты мой сладкий. Мой хороший. Гав. Пушка. Пушка, пушка. Персик. Джемик.
киска. Норчик, Норчик. Ах, моя красавица. Пуш, отойди, ты всех пугаешь. О, Глашка пришла. Привет. Привет, красавица. Ну-ка, вот самая маленькая всех гоняет, да? Джемик. Джем. Да, Пушечка, что такое? Что маленькая? Яночка, чего такой-то маленькие глазки такие? А, Ян, что ты стоишь-то как ослик? А, ну что такой-то? Где маленькая обезьянка? Вот она, Янка-обезьянка. Янка-обезьянка такая маленькая. Опилки вон у тебя на носу, Янка. Опилки на носу у тебя. Друзья, животные так же, как и люди, болеют, и наши спасеныши не исключение. Из каких условий мы их спасаем? Замечательная, умная, красивая Янка заболела. Не везет ей. По приезду год назад лечили кашель, лежала в стационаре. Было истощение, девочка из ада. Потом было выздоровление. И все было хорошо. А осенью снова состояние ухудшилось. И снова обследование, лечение. Типа воспаления или инфекция, сказали врачи. Но они точно не знают. Но антибиотиками вылечили. Они у нас на все случаи жизни. И девочка повеселела, пошла на поправку, стала активной. Восстановилась шерсть и восстановился аппетит. И вот снова весна. И снова ей плохо. Состояние вялое, похудела. Аппетит так себе, шерсть плохая. В общем, опять болеет. И я понимаю, что обследование должно быть не только в виде анализов крови и рентгена, а более обширное, и другие должны быть доктора. Но нет денег и на это тоже. Я не успеваю. Их слишком много. И спасенных, и больных. Совсем мелкий. Какой дети-то какие? Выплюнул, что ли? Друзья, помните, год назад якутский выброшенный кроха? Да, Семочка был больной и простуженный. Очень много времени и денег было потрачено хозяйкой на лечение. А вот так, вот так. Наш цирковой. Так, цирковой наш. Вот так. Молодец. А ну-ка еще раз нам так. Ну-ка давай еще раз так. Сема, давай. Ай, ты молодец. Вот так хорошо. Молодец. А как умеет Дуся? Дуся что умеет? Что Дуся умеет? Дуся умеет руки лизать. Дуся сейчас носилась по огороду, как подорванная. Похоже, она выросла в частном доме. Очень ей нравится на даче. Да, прям как будто она прям тут родилась. Угу. Вот у нас первая позиция какая балеринская. Да? Кто там? Кого вы там увидали? Все в одну сторону смотрят. Чука, Дуся. Малышня приехала на дачу.
Да. Дусильда. Ну, мне даже отойти от тебя нельзя. Ты все ко мне. Ко мне. Все в притирочку ко мне, за мной ходит. Прям на даче не отходит от меня. Конечно, в городе я ее не отпускала с рулетки. А на даче отпустила. Тут же у меня замуровано, ни одной дырочки нет под забором. Все заделано, чтобы собаки, кошки не удрали. Так она ходит за мной хвостом. Я полоть села, она рядом сидит, травку жует. Ходит, нюхает, довольная. Вот, надо быстрее ее обследовать и стерилизовать. Синди, а теперь она Дусечка, здесь временно, вместе с Семочкой. Передержка бесплатная, но обследование будем оплачивать мы. И также нужна ваша помощь. Сдаем кровь, а сегодня еще эхо сердца и УЗИ. Друзья, записались на сегодня к врачам, но без денег не примут. И передержка напоминает, что мы должны оплатить это обследование. Пожалуйста, помогите Дусечке. Надо ее обязательно обследовать, пока она находится на временной, очень временной бесплатной передержке. А потом она поедет на платную передержку. И снова будет нужна ваша помощь. Вот это тоже наши спасеныши, спасенные из ужасных условий, из потопленных домов и подъездов. Правда, не собаки, а кошки. И не в Москве, а в Якутске. И мы тоже ждем их прилета, но их тоже нужно кормить. День стольника, и мы надеемся на ваше милосердие, друзья.